6 мая в зале заседаний Нерюнгринской ГРЭС традиционно поздравляли с Днем Победы участников боевых действий в горячих точках. В этом году праздник совпал с еще одним знаменательным событием – проводами в армию. После окончания Якутского государственного университета по специальности горный инженер Олег Бушуев год отработал в топливо-транспортном цехе. Пришло время исполнить свой гражданский долг. А напутствия и советы могут дать коллеги, теперь еще и по службе военной. Афганец Анатолий Лазаренко, прошедшие Чечню, служившие в одном полку, принимавшие участие в штурме Грозного Александр Филимонов и Ренат Епаров. Так, служили мы с Сашкой в одном полку, в 74-м Юргинской бригаде. В 94 году нашу бригаду отправили, как сейчас говорится, для восстановления конституционного порядка в Республику Чечню. В декабре месяце мы прибыли в Моздок, а затем нас переправили в город Грозный на штурм Грозного. Сашка был ранен там. Я, слава богу, пришел нормальный. Что еще сказать? Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Желаю счастья, добра и мира. Мы с Ренатом, как говорится, Новый год 1995 встречали в Грозном. Вышло так. Ренат был механиком-водителем, старшим механиком-водителем БМП. Я был командиром БМП, командиром отделения. То есть, служба как проходила? На штурм было очень тяжело, то есть каждый день были потери у нас, и раненых, и убитые были. Как бы там ни было, ребята, не было такого, что, как говорят, испугался там или не пошел куда-то. Такого не было, потому что война она сплачивает. Молодым ребятам, которым предстоит воевать, хочу сказать одно: служить, воевать, если придется, не дай бог, конечно, всякое может быть. В армии надо служить, не бояться этого. От себя лично хочу поздравить, во-первых, ветеранов Великой Отечественной войны с вашим светлым праздником. Хочу пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов, и чтобы вас оставалось как можно больше и дольше. А также хочу пожелать всем ребятам, которые принимали участие в каких бы то ни было боевых действиях, также пожелать всем здоровья, семейного благополучия, удачи, успехов, чтобы все у нас сбывалось, и быть солидарными, дружными. С праздником всех! Вот такая история. Служили два товарища, а потом совершенно случайно встретились не просто в одном городе, а на одном предприятии и даже подразделении. Теперь оба трудятся в районных тепловых сетях. Всех бойцов предприятия, и молодых, и матерых, поздравил с праздником главный инженер станции Алексей Старцев. Начальник топливо-транспортного цеха Михаил Солонец поблагодарил призывника за хорошую работу. Теперь ему предстоит вкусить тяготы армейской жизни. Впрочем, лишь бы не узнать настоящую цену трудной победы.